Масленицей или сырной седмицей называется последняя неделя перед Великим постом. Готовясь к нему, христиане уже не употребляют мясной пищи, зато вкушают молочное. На этой неделе церковь строго воспрещает не вкушать мясного. Неделя называется масленичная, потому что на этой неделе разрешаются молочные продукции, яйца и так далее. То есть рыба разрешается, кроме продукта животного происхождения и жир. В основном, конечно, праздник воскресенья. Воскресенье люди приглашают друг друга в гости. Последний день масленичной недели. Просят друг у друга прощения за все. Может, там что-то сказал, чем-то обидел словом, мыслью. Надо попросить прощения. Ну, естественно, угощение, так как эту неделю мясо не кушается, в основном ставится на стол все такое мучное. Мучное. У нас гагаузы ставят каймаку, плаценточку, блины, оладушки, кто что спечет. Все, что связано с молочными продуктами. Основным угощением и символом масленицы у гагаузов являются блюда из творога, сыра, брынзы, масла, сметаны, яиц. Гагаузская плацинда, кырма, пироги под названием гюзлемя и, конечно, блины. Их пекут каждый день с понедельника, но особенно много с четверга по воскресенье. Каждая хозяйка по традиции имеет свой особенный рецепт. Тесто месяца обычно, водичка, соль. Ну, чуть-чуть маслица мы ставим растительное для того, чтобы оно легче эластичнее было, да, вытяжное тесто. Вот. И творожочек обычный, домашний, вкусный. Тесто, сметанка домашняя берется для яиц. Все. Это у нас национальное гагаузское блюдо. Там у нас есть с мясом, есть с грибами, с ветчиной есть. Но сейчас, как сыропустная неделя, наверное, больше идут с творогом. Творогом, да. Пройти мимо таких традиций никак нельзя. Ведь это не только радость прихода весны, но еще и вкуснейшие угощения, рецепты которых масленица хранит бережно.